Первые 40 тонн рыбы в Сосногорске планируют получить уже к концу 2018 года. Планы, по словам Анатолия Князева, амбициозные. Ремонт этого рыбопитомника начали в прошлом году. Кооператив уже вложил в объект больше 11 миллионов рублей. Еще 6 выделила республика. Ремонтировали все старое оборудование. И уже система подачи воды новая, уже смонтирована почти, осталось немного. Это будет пластмассовое исполнение, это долговечное, это экологически лучше, чище получается. По соседству разводят и мальков, пока под заказ для местных нефтяников. Те восстанавливают водные биоресурсы в Коми, а потом и для своих нужд. Как только рыбопитомник круглогодичного цикла выйдет на полную мощность, выращивать здесь будут не только форель, но и осетровые породы. Прежде всего, это действительно очень важный проект для района и республики в целом. Возрождение вот этого рыбоводного цеха. Понятно, что это некая продовольственная безопасность для района и республики в целом. Понятно, что мы своей собственной продукцией удовлетворим потребности жителей, прежде всего, понятно, нашего района. Не сроки, а качество должно быть в приоритете подрядчика при строительстве бассейна в Сосногорске. Анатолий Князев убедился, проблем с кадрами нет. Сегодня на площадке трудится больше полусотни человек. Поставка материала стабильная. Много времени ушло на подключение объекта к теплу, а потому все силы брошены на внутреннюю отделку. Занимаемся отделкой. У нас из-за этого, пока мы не запустили тепло, мы не могли даже продолжать работы по монтажу гипсокартона, так как нужна была температура не менее плюс 10. И вот мы постепенно запустили. Сейчас вы чувствуете, что в помещении у нас температура где-то примерно плюс 20-18. Окончание строительства май 18-го. К этому времени будет готов не только бассейн, но и благоустроенная территория вокруг. Анастасия Тюрнина, Елена Двожак, Евгений Юрин, телеканал Юрган, Сосногорск.